11:05. В диспетчерскую международного аэропорта имени Габдуллы Тукая поступает экстренный сигнал. Командир самолета «Занзибар-Казань» сообщает, на борту зарегистрирована внезапная смерть пассажира. На место ЧП мгновенно выезжает экипаж скорой помощи, медики аэропорта, специалисты Роспотребнадзора и Следственный комитет. Одному из пассажиров стало плохо. Отдышка, мучительный кашель, боли в области сердца, а спустя 20 минут потеря сознания и смерть. Выясняется, что на борту есть угроза опасной инфекции, предварительно лихорадка Эбола. В первую очередь, если выявляется труп на борту самолета, уже с борта в службу аэропорта ПДСА направляется информация об этом инциденте и вызывается Следственный комитет, обязательно сотрудники СКП управления Роспотребнадзора и сотрудники здравпункта аэропорта. Оцепленная территория, у трапа дезинфицирующий коврик. Первыми на борт поднимаются медики Казанского аэропорта. В специальном контейнере тело пассажира аккуратно выносят с самолета и увозят в морг. Из Занзибара в Казань летели 220 пассажиров и 12 членов экипажа. Главная задача специалистов сейчас – проверить состояние здоровья каждого и при необходимости изолировать. Как вы видите, сейчас на борт самолета из Занзибара поднимаются сотрудники из города станции. Они обрабатывают уже весь борт дезинфицирующими средствами. Несколько минут назад 3 пассажиров с температурой увезли на каретах скорой медицинской помощи, остальных отправили в карантинную зону. На борту самолета было выявлено 3 больных с жалобами на сильные головные боли, подъем температуры, мышечные боли, общая слабость. Предварительно был поставлен диагноз лихорадка Эбола. Все 3 были госпитализированы и доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. На месте продолжает работать Следственный комитет. Сотрудникам предстоит провести экспертизу. На данный момент сотрудники Следственного комитета определяют, имело ли место быть преступление. Такие учения проводятся регулярно и всегда отрабатываются в режиме реального времени. Риск завоза, он всегда есть, конечно же, и такие случаи, они бывают действительно и в реальной жизни. Поэтому это, конечно, учение всегда очень необходимо, чтобы обеспечить слаженные, скоординированные действия всех министерств и ведомств и максимально не допустить распространения заболевания на территории Татарстана и Российской Федерации. Только в прошлом году Роспотребнадзор зарегистрировал из Занзибара 2 случая тропической малярии, а из других тропических стран привезли лихорадку денге. Наталья Мизна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.